Каждый день появляются новые сведения о давлении, оказываемом на уйгуров и других мусульманских народов оккупированного Восточного Туркестана. Согласно документу, опубликованному в социальной сети главой фонда имени Исы Юсуфа Аль-Текина, женщина по имени Ерлан Кабден была приговорена к 19 годам лишения свободы. В документе указывается, что женщину, зарегистрированную в монгольской автономной области Кабуксар, обвинили в противостоянии сотрудникам правоохранительных органов и радикализме. Приговор был вынесен в 2019 году. Женщину посадили в тюрьму, расположенную в столичном районе Енишехир. Согласно уйгурским источникам, Ерлан Кабден задержали за то, что она была в платке во время церемонии поднятия китайского флага. Число людей, инфицированных новым типом коронавируса, который впервые появился в городе Ухань китайской провинции Хубэй, превысило 3 миллиона. По всему миру от эпидемии погибло свыше 200 тысяч человек. В свою очередь, Китай, в адрес которого посыпались обвинения в сокрытии эпидемии, начал использовать хитрость для того, чтобы снять с себя всю ответственность. Министерство внутренних дел Германии сообщило, что китайские дипломаты пытаются повлиять на высокопоставленных чиновников Германии, чтобы они высказали положительное мнение о борьбе с эпидемией в Китае. Об этом сообщила депутат Маргарет Баус. Что касается китайского консульства в Берлине, то представители дипмиссии ограничились заявлением о необоснованности данной информации. Трое китайских активистов, которые распространили запрещенные правительством новости об эпидемии, пропали без вести. Позднее подтвердилось, что двое из них находятся под арестом. О судьбе третьего ничего не известно. Согласно информации их родных, активистов задержала полиция города Чаоян. Три друга, которые опубликовали информацию, попавшую под цензуру Коммунистической партии Китая на созданной ими интернет-платформе Terminus 2049, пропали 19 апреля. Родным двоих активистов, которых обвинили в разведении смуты и провокации, пришло официальное уведомление об их аресте. Что касается третьего, то правительство не предоставило никакой информации о его местонахождении. Посол Китая в Австралии Чен Цзинье выразил недовольство в связи с призывом премьер-министра страны провести расследование причин распространения коронавируса. Представитель Китая косвенно пригрозил Австралии, заявив, что это может привести к бойкоту и что страна потеряет огромный доход от экспортируемой в Китай виноводочной и мясной продукции. Во время программы «Финансовый анализ» представитель Китая подчеркнул, что китайские туристы могут начать искать альтернативу Австралии, которая неплохо зарабатывает на них. Также он напомнил, что китайцы, чьи дети учатся или желают получить образование в Австралии, могут изменить свое мнение. Причиной резкой реакции китайского правительства стал призыв австралийских властей провести подробное расследование причин превращения вируса во всемирную пандемию, который в самом начале являлся локальной эпидемией в Китае. В Белом доме прошла пресс-конференция, темой которой стала борьба с COVID-19. Отметив, что распространение эпидемии по всему миру можно было остановить, президент США заявил, что недоволен действиями китайского правительства. Дональд Трамп сказал, что Китай вполне мог предотвратить дальнейшее распространение вируса, но не сделал этого. Что касается утверждения о неточности информации, предоставляемой властями США, Трамп сделал следующее заявление. Единственное, что я могу сказать, это то, что мы сообщаем цифры очень точно. Если посмотреть на другие страны, к примеру на Китай, я не думаю, что там называют истинное количество инфицированных и погибших.